Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим промышленный час на площадке Промтехстроя. Нам любезно предоставили возможность здесь пообщаться, посмотреть. Даниил Александрович, спасибо большое. Есть предложение начать нашу работу, повестка понятная, да? И, Александр Николаевич, пожалуйста, информацию по повестке. Да, уважаемый Рафик Борисович, уважаемые коллеги, то есть у нас промышленный час затащили на такую спортивную площадку. Здесь по промышленности, вот, кроме камня, может быть, еще там железобетон, который там производит, все остальное, спортивная такая повестка. У нас есть просто вторая площадка, перебью. Там же бетонный завод и то, что мы развиваем именно под инновационным парком. У нас там тоже очень хорошие технологии. А где это? Это в Черниковке, находится в Орджоникидском районе. Да. Несколько новых предприятий есть у нас, там, в котором есть проблемы. Но с Венерой Альтафовичем предлагаем начать. Мы его один раз рассматривали, там есть вопрос по энергетике. Как раз. Да, я буду коротко, быстро, чтобы не занимать слишком много времени. Мы уже обозначали свои проблемы, вот эти площадки, то, что мы показываем. Первое, конечно, для развития это нужна электрическая энергия. Если мы сможем получить от 800 киловатт до мегаватта, то мы сделаем здесь аэротрубу, значит, видеосерфинг и все остальное прочее. Если у нас это не получается, есть определенные проблемы. Конечно, вот Минэк и Минпром работают, они молодцы, поддерживают нас во всех этих делах, но есть вопросы там. То тогда мы уже от аэротрубы откажемся, может сделать ее в другом месте, город там предлагал свои варианты. А здесь сделаем серфинг, сделаем скейтодром, роликодром, вот, и что-нибудь из борьбы сюда еще. Вот. И пока на этом остановимся, потому что площадка сама по себе, вот, проблемы есть. Коротко по презентации пройдись. Презентация есть, поэтому давайте по презентации. Ну давайте, да, я. Буквально так. Ну да, это вот я уже говорил, это участок бывшего железобетонного завода, вот, и, естественно, мы отсюда его все вывели. Надо просто быстрее, что ж повторяться тут, я думаю, что да. Ну, то, что вот мы показывали сегодня, не все мы показали по возможности, то есть мы не показали теннисный большой клуб. Кстати, мы очень большие соревнования провели, самые крупные вообще в республике по теннису. Вот здесь Настольный теннис, да? Настольный теннис, да. У нас Сколько столов? Столов было там 18 или 19. Да, собирались, все делали. Мы здесь провели очень большой турнир по шахматам. Значит, у нас было 64 здесь доски, участников, все остальное прочее. То есть у нас есть желание проводить такие мероприятия. Вот они такие насыщенные. Ну, вот эти залы мы все показывали, раздевалки. Вот. То, что мы видели. Ну, это вот наш будущее, то, что мы видим по хоккею. Но я думаю, что мы его к осени сделаем. Я думаю, что я вижу эту перспективу. Примерно он будет вот такой, красивый, мощный, сильный. Это мечта, то, что мы планируем, то, что аэродинамическую трубу, это все-таки труба не только спорт и парашют, это все-таки еще детишки говорят, что вот ДЦПшники, они все-таки на это сильно реагируют, целая система в городах. Мы даже готовы в этом деле поучаствовать. Но искусственную волну для серфинга ее тоже нет в республике, тоже бы завели, но это больше развлекаловка. Ну и то, что мы говорим, вот именно такую схему сделать по роликодрому, она тоже очень хорошо занимается. Сделать там, может быть, обучение самокатам, техники безопасности, велосипеды и так далее, как мы это все видим. Потом у нас в мечтах сделать, мы уже все обсудили, что обязательно у нас должны заниматься дети, которые не могут платить. То есть мы сейчас сделаем благотворительный фонд свой, значит, спонсоров подтянули, чтобы у нас еще были детишки, которые ходили бесплатно и занимались здесь. Мы этому делу постараемся тоже вот как бы приложить руку. Потому что не все, ну, списки мы возьмем в городе, конечно, естественно, то есть этим заниматься не будем, постараемся завести. Ну и вот то, что мы планируем, будут у нас примерно 30 таких мероприятий, то, что мы здесь вот проводим. Естественно, с Минспортом мы будем общаться на эту тему. У нас турниры все коммерческие, у нас призовые фонды все хорошие, поэтому они с удовольствием приезжают не только из республики, и со всех окрестностей ближайших приезжают побороться. Вот, мы такие вот мероприятия проводим. Что по энергетике? Или кто-то может? Да, но по энергетике у нас такой вопрос. 800 киловатт надо было. Да. Мощности с Башкирэнерго отработали, все это есть. Но есть два предприятия. Медтехника и Уфимская кожегалантерейная фабрика. То есть кабель проходит по их линии, но пока вот согласования не дают. Вроде бы там все за счет как раз идет Венера Альтафовича, но... Ну, это глобальные, мы просто не потянем. Там по 5 километров менять трубу, вот, вернее, кабель, но мы просто это не потянем. Поэтому я говорю, но если не получается... Ну, просто вот поэтому мы хотели показать, что действительно здесь все это развивается, такой центр спорта. Вот, и за 800 киловатт, чтобы и на хоккейную коробку все это, нам надо, чтобы пошли. На хоккейную коробку мы... Какие два предприятия? Кожегалантерейная фабрика, зал, и ООО «Медтехника». А медтехника что говорит? Ну,
пока согласия не дают. То есть надо реконструкцию делать. Ну, хотят, чтобы реконструкцию сделали там ДТПшек за их счет, но это дорого будет. Поэтому нам чисто надо согласование, все остальное мы там с Башкирэнерго сделаем. Ну, еще раз совместно тогда с городом встретимся. Хорошо. Значит, Давайте так тогда, там месяц возьмите, там через месяц на промчасе просто мне доложите, а Вениамина Альтафовича там в зуме пригласите, чтобы он слышал. Да. И, Давайте так вот возьмем месяц, да, ладно? хорошо. Чтобы, Было бы, конечно, замечательно. Мы готовы. У нас есть инвестор, который готов вложить сюда 50 миллионов. Это екатеринбургский инвестор, который эти вещи все эти развивает. Мы могли бы сюда, то есть инвестиции получить и сделать замечательную такую вещь. Первую для Башкирии. Ну, еще я бы хотел продолжить, да? У нас есть еще такая тема, которую вот мы думаем. Вот сейчас вот WorldSkills он же пройдет, там какие-то у нас вот эти ангары, все дела. Если город где-то нам выделит, мы могли бы внутрь него войти, то есть со своими деньгами, то есть сделать, вот я говорю, пляжный футбол, волейбол. Он очень хороший и интересный. Что-то с падал, что-то связанное, может быть, с борцовской какой-то. Понятно, что они холодные, понятно, что тяжело там по фундаментам проходить, все остальное прочее. Но если варианты какие-то есть, мы озвучили свои желания. Если вы готовы у нас где-то вот инфраструктурно, если есть помещение, то мы готовы. Смотрите, разумеется, мы эти площадки, которые останутся, разумеется, мы это отдадим на развитие как раз спорта. Да? Но у меня какое предложение? Давайте ближе к этому виднее будет. Андрей Геннадьевич сам лично занимается. Вы когда определитесь с Сергеем Николаевичем, потому что у нас такая идея была, да? Мы сперва думали раскидать по районам, потом, наверное, все-таки лучше нам оставить города, другое, да, потому что там и ресурсы нужны, их содержать, их добить до места. Да. Поэтому давайте в голове держать будем. Да, мы просто как бы обозначаем свое желание, то мы... Потому что туда надо вкладываться будет, да, потому что туда надо вкладываться. Да, на каких-то долгосрочных делах мы посмотрели. Потому что я уже вот говорил, ну и примерно, то есть хоккей это 330 миллионов Ишимбай, допустим, электроэнергия там огромная. Вот я по моим слышкам, что, допустим, шорт-трек там 1 миллион в месяц электроэнергии потребляет. Это же город все гасит, а мы же это все берем на себя. Мы говорим, мы это сможем сделать. Нам просто вот надо чуть-чуть где-то помочь. Ну и в ПИП мы хотели бы, конечно, зайти в приоритет, потому что в перспективе мы его видим, потому что налог на имущество нам удастся, налог на землю и тогда немножко скосить. Тогда было бы интересно, потому что мы все равно с напряжением входим вот в эту систему. Вы понимаете, потому что это же кредитные средства. ВТБ нам выделил эти деньги, их надо возвращать. Как это все будет, вот понятно, что ситуация... А по ПИПу? Нет проблем. Ждем пакет документов. Мы их всех положили, они в Минпроме сейчас. 53 страницы мы заполнили, все как положено. Что тогда просто доложите и все. Хорошо, договорились. Ну вот примерно так. Спасибо. Хорошо. Алексей Николаевич, да, следующий у нас Салават Нефтемаш, то есть это с прошлого года. Там объявили о сокращении, причем массовом был. Собственники не наши ребята, мы его носили на РТК, на комиссию по трудовым этим спорам. Сегодня как раз пригласили и Алексея Митрофановича, чтобы презентовали, рассказали, как движется, профсоюзы есть, ну то есть, чтобы какую-то уверенность предприятия. В своей части мы по Роснефти, по комиссии вот с Башнефтью, с Газпромом, это все в повестку включаем, выносим по заказам, по кадрам с Минобразом отрабатываем, но чтобы еще и предприятие там само подтверждение сделало. Поэтому Алексей Митрофанович. Алексей Митрофанович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Микрофон Горшков Алексей Митрофанович, директор управляющей организации «Салават-Нефтемаш». И рядом со мной финансовый директор Хабибуллин Михаил Сергеевич. Касательно нашего вопроса о перспективах развития «Салават-Нефтемаша», хочу кратко вам сказать следующую информацию. Наше предприятие работало в основном в нефтегазовой промышленности. И, в общем-то, были заказы, и как бы оно развивалось и шло своим текущей жизнью. Вот. Последние несколько лет объемы заказов по отрасли сильно снизились. И в отрасли и сосед наш, Газпром нефтехим Салават, тоже, в общем-то, заказов нам перестал давать в том объеме, в котором давал раньше. Вот поэтому, рассматривая перспективы развития для предприятия, мы вынуждены были пойти на определенную реорганизацию, которую планировали, в общем-то, еще в 2020 году. Но в связи с пандемией мы
ее приостановили в части сокращения персонала и вернулись к ней только в 2021 году. Вот. Мы, наверное, мы уже собирались, вы знаете, что у нас прошло сокращение, порядка 250 человек. Вот. В основном персонал нашел работу в городе и, в общем-то, ушел, за исключением там порядка 50 там, с небольшим человек, которые предпочли ожидать сокращения и были сокращены. Вот. Вместе с тем мы, в общем-то, двинулись на рынки других отраслей. В частности, мы такой для нас позитивный успех – это в энергетике. Мы сделали ряд оборудования для Новосалаватской ТЭЦ, вот, чем привлекли внимание там, серьезного игрока, это НПО ЦКТИ, ведущий энергетический институт, да, по проектированию энергообъектов. Вот, а также ряд энергосистем, энергетических объектов, которые, в общем-то, пришли к нам ввиду того, что мы работаем с этим институтом, вот, изъявили желание разместить у нас на 23-24 год ряд заказов, вот, где мы можем, в общем-то, хорошо поработать. Ну, также мы пытаемся начать, не пытаемся начать, а уже работаем с атомом, часть по атомной энергетике и тематике, вот тоже в части производства электроэнергии. Здесь мы тоже надеемся на какие-то перспективы. По крайней мере, нам никто не отказал, и нас рассматривают как одного из игроков на этом рынке. Вместе с тем мы, в общем-то, получили ряд лицензий для работы в атомной энергетике. Готовность у нас, в общем-то, есть. Персонал у нас подготовлен. К нам не одна комиссия приезжала, это все проверяла. Вот, поэтому, вот вкратце, вот так я охарактеризовал бы текущую ситуацию на нашем предприятии. Если кратко. Если есть вопросы, пожалуйста, готов ответить. Давайте, вот вы хорошо сформировали проблемы, вопросы для обсуждения. Отсутствие стабильной загрузки предприятия, падение спроса, рост цен, это понятно, заказы заключательного 160, да, понятно. Да, Рафик Фаридович, ну вот мы то, что говорю, на комиссию Башнефти, комиссию Газпрома это все вынесем, потому что мы с своей стороны делаем презентацию, включим в реестр Газпрома, здесь как бы отработка идет. Когда вот по сокращению не объявляли, то есть мы по всем предприятиям, которые есть, то есть там и туймазинские ребята, это Уралтехнострой подключались, готовы были забрать, и МПО готов был забирать. Ну, в принципе, и с профсоюзом встречались там, договоренность есть, что больше вроде пока сокращений не будет. Сократили именно такой вспомогательный персонал. Поэтому то, что сегодня как раз сказали, есть вот там заказы небольшие, ну, надеемся, что со стороны Башнефти и Газпрома, если немножко поможем, но предприятие... С одной стороны сокращаем, а с другой стороны очень серьезный дефицит квалифицированных. Именно квалифицированных, да. То есть вспомогательные сокращают, а вот именно профессиональных этих работников не хватает. Там у нас... Игорь Геннадьевич, можете что-то прокомментировать? Рафик Фаридович, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Но здесь я действительно подтверждаю, что на сегодняшний день какой-то напряженности в связи с освобождением сотрудников предприятия «Салават-Нефтемаш» в городе Салават не наблюдается. Вот, мы провели большую работу, постоянно вопрос держали на контроле. Здесь и были неоднократные встречи непосредственно на самом предприятии с сотрудниками. Подключили центр занятости, также приглашали на встречу смежные предприятия. И на сегодняшний день у нас практически все сотрудники, все, кто хотел трудоустроиться, они трудоустроены в такие предприятия, как «Салават Гидравлика», «Уфа Гидромаш», муниципальное предприятие трамвайного направления и ВНЗМ. Там осталось небольшое количество сотрудников, которые стоят просто на учете в центре занятости, ждут подходящего предложения. Так сейчас волнения на рынке в связи с этим у нас нет. Ирина Равкатовна, у профсоюзов есть какие-то вопросы? Уважаемый Рафик Фаридович, уважаемые участники совещания,
Я сейчас как раз нахожусь тоже на Салават-Нефтемаш, встречались с работниками. Работников в первую очередь волнует загрузка предприятий, стабильная его работа и, как следствие, сохранение рабочих мест. Поэтому в рамках сегодняшнего совещания предлагаем данный вопрос передать под контроль республиканской отраслевой трехсторонней комиссии и ежеквартально рассматривать текущую ситуацию в Салават-Нефтемаш. Хорошо, это возможно. Тогда ключевой вопрос по загрузке предприятия. Значит, мы работаем с Башнефтью, и мы работаем с «Газпромом», так? У нас еще, Раиль Фаридович, У нас на когда, сентябрь. кстати, предполагается? На сентябрь, что ли? Сентябрь уже. После выборов, да. Там у нас на сентябрь еще встреча с Олег Первым ваша запланирована, подписание соглашения. Они тоже, в принципе, предлагают работать в рамках рабочей группы. Поэтому этот вопрос мы тоже туда вынесем. Как раз их компетенция. И с «Газпромом». С «Газпромом» сейчас комиссию готовим. Хорошо. Игорь Геннадьевич, вы там обратите внимание, потому что с учетом инвестиционных планов будущих Салават-Газпром нефтехима, вы, наверное, в курсе, да, этих событий? Вам точно там квалифицированные рабочие нужны. Вы там заранее, может быть, с Айбулат Вакиловичем переговорите, может быть, колледж расширить, там, перечень специальностей пересмотреть и так далее. Потому что Салават скоро будет испытывать очень серьезный недостаток рабочей силы. С учетом, что у вас там Дога уже, значит, вышло на поля, целый ряд других предприятий, у вас будет дефицит рабочей силы. Хорошо. Тогда, Алексей Митрофанович, договорились, да, таким образом? Вот мы постараемся вам оказать содействие во взаимодействии с Башнефтью и «Газпромом». Вы сами знаете, у них сложные такие положения участия в конкурсах, но, тем не менее, люди работают и прорываются туда. А мы свое направление там и свою помощь вам окажем в этом вопросе. Спасибо. 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 Следующий у нас ремонтно-механический завод. Он был у нас в группе компании УГМК. Сейчас они от него отказались и выкупил его Семеновский рудник. Поэтому там часть заказов, которые делали по линии УГМК, у него их забрали. Поэтому сейчас есть предложение с Башкиравтодором поработать. Вот, поэтому предлагаем сейчас Эльдар Азаматович презентацию. Башкиравтодора свой ремонтно-механический завод еще есть. Ну ладно, давайте. Нет, там именно продукцию. То есть не ремонтировать, а продукцию. Давайте посмотрим. И он делает мастер-кислород тоже. Давайте. Добрый день всем присутствующим. Хочу коротенько о своем предприятии рассказать. Ремонтно-механический завод был создан в 1960 году как подразделение Башкирского медно-серного комбината. Задача обеспечения ремонтных нужд этого самого комбината. Существовал 50 лет как цех. В 2010 году в рамках программы УГМК холдинга по сокращению численности завод был выделен в отдельное предприятие. 10 лет существовал как собственность УГМК холдинга. В конце июня всего года, то есть меньше месяца назад, предприятие было продано. Хочу сказать, что у нового собственника есть планы на расширение производства. Предполагается освоение новых видов продукции и услуг, создание рабочих мест. В частности, ближайшая задача — создать участок по ремонту двигателей и агрегатов горной техники. Это востребованная продукция. Я уверен, что в течение 2-3 месяцев этот участок заработает. Уже на сегодняшний день открыт прием на вакантные рабочие места. Но очень срочно требуются люди в литейные и механические цеха. Готовы принять до 40 человек уже сегодня. С июля месяца, то есть с этого месяца, предполагается значительное увеличение заработной платы. Основная проблема сегодняшнего дня – это потеря большой части заказов от предприятий УГМК холдинга. Мы просим руководство республики оказать помощь в налаживании взаимовыгодных отношений с предприятиями Башкирии. Среди возможных потребителей хочется отметить АО «Башкиравтодор». То есть мы вообще заточены на обслуживание большегрузной техники, горной, обогатительного оборудования. Уверен, что подразделения Башкиравтодора найдут в нашем лице надежного подрядчика для исполнения их заказов. Мы можем дробилки ремонтировать, грейдера ремонтировать, поставлять запасные части, и так далее.
Вот такие вот меры, да, то есть предполагающие нахождение возможных потребителей в Башкирии, позволят нам какой-то вот переходный период пережить с меньшими потерями. Вообще в перспективе мы видим ремонтно-механический завод крупным машиностроительным предприятием с численностью работников 500, может быть, 550 человек, ориентированным на выпуск конкурентоспособной продукции. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас сколько работает у вас? Сейчас 190 человек. 190 человек. А в хорошие года сколько работало? В хорошие года 10 лет назад было 260, 20 лет назад было порядка 300. А вот вы говорите, существенное повышение зарплаты. От скольки до скольки предполагаете? Процентов на 30. Это в рублях это сколько? На сегодня средняя заработная плата 32 тысячи. Думаю, что до 40 на некоторых цехах, в частности в литейном цехе, мы доведем. Потому что очень часто проблема не в том, что рабочей силы нет. Наши предприятия не предлагают зарплату соответствующую, люди не идут. Об этом тоже думаю. Тут двустороннее движение должно быть. Значит, Александр Владимирович Булушев здесь, да? Что там у нас? Вы не прорабатывали вопрос? Башкиравтодору это интересно, нет? Ради Фаридович, Башкиравтодор подтверждает, что он рассматривает сотрудничество с ремонтно-механическим заводом в части обеспечения запасными частями, изготовления литейных изделий на дробильно-сортировочное оборудование, а также проведение капитального текущего ремонта дробилок и грохотов. Но Башкиравтодор, надо понимать, это торги, это конкурсные процедуры. То есть при проведении процедур ремонтно-механический завод будет обязательно проинформирован о предстоящих закупках на предмет изготовления литейных изделий, поставки запасных частей, узлов и агрегатов на дробильно-сортировочное оборудование, а также на оказание услуг по капитальному и текущему ремонту дробильно-сортировочного оборудования для нужд филиала Башкиравтодора. И в связи с тем, что мы планируем по Башкиравтодору увеличение объема выпускаемой продукции, шансы есть, что получится сотрудничество. Хорошо. Тогда какую-то осечку возьмем, да? Вот через квартал или как вот? Да, квартал возьмем. У нас еще по строительным тоже можно посмотреть. Они делают здесь металлоконструкции любой сложности. То есть здесь может быть на какие-то стройки, я не знаю, Там у меня какая просьба, Александр Владимирович, там Башкиравтодор ответственно пусть к этой работе подойдет. Понятно, не нужно в ущерб организации, чтобы мы еще Башкиравтодор не просадили, так? Но ориентир на взаимодействие, на работу с ними им надо взять. Все принято, Раид Фаридович. Понятно, да? Потому что мы все равно здесь у нас в поручениях будет сидеть, и мы через, получается, квартал, где-то через 3 месяца к этому вопросу вернемся. И Башкиравтодор должен будет нам доложить, что за это время сделано. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы это был позитивный доклад и реализованный. Договорились? Да, спасибо. Спасибо. Так, дальше. Дальше у нас Белебеевский завод «Автонормаль». То есть наши Белавтодеталь, наверное. Белавтодеталь. Да. Так. То есть здесь у нас это поручение было как раз вынесено. Сроки прошли, то есть там есть меры поддержки, которые сегодня приняты уже. Это МРОД, то, что было по прошлому году. И плюс 20 миллионов рублей в рамках 3-го пакета мер. Сейчас деньги дошли, порядок разработали. Есть закупленные... Деньги уже пришли? Нет, деньги еще им не дошли. Сейчас техника у них закуплена за счет денег ФРП. В прошлом году было решение закупить многоточную сварку. И сейчас будем это субсидировать, компенсировать. То есть там это... У нас есть кто-нибудь? Софиламин Улович здесь. Софиламин Улович. Да, я слушаю. Добрый день. Добрый день. Меня видно, слышно? Вас видно. Давно с вами-то не виделись. Как у вас дела? Здравствуйте, Ради Фаридович. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Я коротко скажу сейчас. Во-первых, хочу поблагодарить за оказанную поддержку. То есть то, что мы сейчас получаем в размере МРОД субсидии через центр занятости. Это большая поддержка. Она нам все-таки позволила остаться на плаву. Потом, также поблагодарить Минпром тоже за оказанную поддержку. И сразу хочу сказать, что
вот по вопросу поставки торгового складских контейнеров в адрес «Точка опоры». «Точка опоры» является практически нашим дилером, мы с ними работаем. Но тот проект, который мы в прошлом году начинали, он был свернут, вернее, из-за роста цен, его свернули. И даже у меня остатки где-то в порядке 85 штук на складе еще есть. Потом мы далее пытались с Озоном напрямую, но из-за роста цен на металл все-таки пока контракт не подписан на эти контейнера. Но мы все равно со всеми остальными заказчиками работаем, также поставляем оборудование складского хозяйства. Вот. Точка опоры не хотели без повышения цены, то есть здесь растет, а они зафиксировали ту цену, которая была. Ну, в себе в убыток работать там тоже как бы, хоть и оборудование купили, но не стоит. Ну, правильное решение там тоже было. Ну, а вот из двух поручений, я правильно понимаю, что второе поручение, оно выполнено, да? Да. То есть системные меры поддержки мы оказываем. Да. София Ламинович, ну, давайте двигаться дальше вместе. Там вы сами ставьте вопросы, какие нужны, чем мы вам можем помочь дальше, да? Мы готовы вам помогать. Вы нам только правильно сформулируйте задачи и будем работать. Давайте так. Хорошо, спасибо. Но вот в этом году, да, необоснованно вот это рост цен, конечно, повлияло, но все равно предприятие на плаву. Мы просто не можем себе позволить заключить такие объемные контракты, которые нужно, скажем, вот на полгода мы не можем подписаться, что через полгода цены уйдут, а мы в убыток себе не можем поставлять. Понятно. Конечно, есть вот такие проекты не подписываем. А так мелкие 150, 100, 150 партиями мы работаем. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Мы тогда в ноябре, в декабре к этому вопросу вернемся. Хорошо. Услышали, да, София Иванович? В декабре, в ноябре еще раз к этому вопросу вернемся, еще пообщаемся. Пока не дожмем. Договорились. Спасибо большое. Дальше. Дальше компания «Буринтех», Геннадий Гарифулович. Там было у него много поручений, то есть часть там отработана, по городу было отработано, пока один зависший вопрос это по его массиву лесному, там где-то, межевой плавник, да. Ну там замечания внесли, сейчас отрабатывают, как бы, ну движение идет. Поэтому Геннадий Гарифулович. Геннадий Гарифулович, добрый день. Добрый день. Как ваши алмазные бурильные наконечники, или как они правильно называются? Работаем, буровые долота, PDC называется. Ну как, спрос есть, берут? Да, на сегодня уже мы вышли на уровень 6 тысяч резцов в месяц. Вот буквально 20 июля выпустили новые еще резцы 16-13, уже большого размера. Как бы работа очень активно ведется. Мало того, вот с ФРП России ведем переговоры, прошли 2 этапа аудита. Ну, очень надеемся, что в начале августа уже будет рассмотрение окончательное и выделение нам субсидий на расширение производства вот алмазного. Отлично. Ну, то есть настроение у вас хорошее, все нормально, да? Все в этом направлении нормально, да. И вторая субсидия активно с Минпромторгом ведем переговоры по поводу роторных управляемых систем. 22 год для нас как бы знаковый в том плане, что мы должны участвовать уже в тендерах наравне с такими компаниями, как Schlumberger, Baker Hughes, именно по роторным управляемым системам. Ну, сейчас активно готовимся и надеемся на помощь Минпромторга России. Они обещали нам помочь субсидиями в этом направлении. Давайте пробежимся по поручениям. Значит, внести предложение возможности предоставления льгот по налогу в размере. Это что, Рустам Халидович? Ну, за прошлый год мы налоги получили в рамках закона, который, так сказать, полагается. Нам порядка 1,5 миллиона субсидий выделили в республике. На этот год пока еще ничего нет.
Ну, будем надеяться. Сейчас, Рустам Хамидович, что вот мы ему Третий скажем? пакет мер господдержки, он есть, но здесь мы отработаем в рамках существующих инструментов, отработаем. Они в том году по второму пакету получили. Второй пакет закончил свое действие, третий мы ввели. Тогда мы это держим, оставляем на контроле. Второй пункт. Ввести предложение об организации маршрутного сообщения. Пожалуйста. По этому вопросу огромные слова благодарности вам, Владимир Федорович, и службам соответствующим. Ну, у нас 2 маршрута продлили, как мы просили, отремонтировали дороги, обозначили, значит, уже постановление есть организация остановки, назвали остановку Бурентех. К осени должны павильоны уже поставить, ну, остановочные, значит. Ну, все, вроде как все. И разметки сделали, знаки поставили. В этом просто хорошо очень. Парковочка есть. Намного стало лучше, прям очень, очень цивильно, как говорится. Вот, ну и надеемся еще Благовещенск. Вот, ну, обещали, что в ближайшее время еще один маршрут продлят нам, чтобы через Бурентех проходило. Это вот Благовещенск. подвоз рабочих на И Благовещенск. на сложение, конечно, уже, как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот у нас нет маршрутов абсолютно, а только троллейбус ходит, который через мечеть, через стадион «Нефтяник», Северный автовокзал, все идут, ну, через Ульяновых, 8-этажку. Было бы интересно хотя бы несколько маршрутов пустить через стадион «Нефтяник». Не очень понял. Давайте вот по тем поручениям, которые есть, мы фиксируем, что работа ведется нормально. Так, там довершить эту историю. Будем считать, что практически работа завершена. Да, Да, договорились. Значит, с контроля, тем не менее, не снимаем. Когда завершите, завершите. Теперь по поводу Благовещенска. Есть кто-то, кто может прокомментировать? Нет? По маршруту нет. Давайте так, по Благовещенску, значит, тоже берем в поручение отработать с главой, отработать с Минтрансом и понять, что можно сделать. Я, насколько понимаю, это действительно, вот у нас в Благовещенске очень много работает вот как раз в северной части Уфы. Да. Так, и, соответственно, вот этот вот маршрут, Марат Раевич, вы помечайте себе, да, мы сформулируем. Вот у нас здесь первый замглавы города сидит, это их задача, Геннадий Гарифулович, я поручение городу даю, они отработают, ну и тогда мы буквально там в зуме быстренько с вами через какое-то время этот вопрос обсудим. Договорились? Договорились, спасибо. Так, и вот у нас еще вопрос изменения границ зеленой зоны. Это Белорецкий район, по-моему, так ведь? Да. Там как у нас дела идут? Достаточно сложный и актуальный. На сегодня мы получили как бы отказ. Ну, не то, что отказ, но отрицательный ответ, надо дорабатывать. На 22 июля создана согласительная комиссия с участием федеральных органов. В течение 2 месяцев надо решить те моменты, которые они обозначили. Замечания Минтранса, МЧС больше носят формальный характер, они устранимы, а вот замечания Рослесхоза, они более серьезные. Там замечания такого рода. В проекте, который дал Абзаковский сельсовет, там остались защитные леса. Они не могут согласовать проект, если не удалить эти защитные леса. Они в зоне расположения Бурентеха не находятся, это как бы больше решение Абзаковского сельсовета. В принципе, можно было бы вот эти участки убрать. Сейчас согласительная комиссия будет как раз это решать. Дальше, есть там разногласия целевого использования участков. В одном месте они записаны как земли населенных пунктов, в другом месте как лесного фонда. Вот тут тоже надо двойной учет как бы убрать. Это Рослесхоз тоже такой вопрос поставил. Хорошо. И мелкие вопросы там. Сейчас согласительная комиссия работает, и мы считаем, что, в принципе, это решаемо, если активно в течение 2 месяцев поработают. Абзаковский сельсовет, администрация Белорецкого района, проектировщики, Минлесхоз республики. Вот этот вопрос можно решить, и тогда уже вопрос закроется. Давайте так тогда. Мы просто поручение, там Александр Николаевич комментирует мне, там занимается и Минлесхоз наш, и глава города. Поручение не снимаем,
продлевайте поручения, активнее работаете, ну и, надеюсь, прорвете. Договорились? Геннадий Гарифулович, договорились тогда, до встречи. Спасибо. Спасибо большое. Договорились. Все, успехов, удачи. Спасибо. Дальше. Следующий у нас Белзан, Роман Евгеньевич Бухарев, тоже был ряд поручений. То есть по многим там было поручение как раз вынести инвест-программу. Их рассматривали, выносили. Роман Евгеньевич. Добрый день. Как дела? Дела нормально. Хотел бы кратко доложить о результатах работы за полгода и потом перейти по поводу инвестиционной программы. Давайте. Значит, результат работы группы компании «Белзан» за первое полугодие 2021 года по отношению к 2020. Рост составил по тоннажу 24,7% или 2450 тонн. В денежном выражении выручка увеличена на 39% или на 692 миллиона рублей. Прибыль увеличена на 125%, выработка на 44%, средняя зарплата на 22%. Это если кратко. Поэтому считаю, что дела на заводе идут хорошо, в том числе благодаря очень большой поддержке со стороны республики. И вас, Ради Фаритович, хотелось бы сейчас доложить по поводу инвестиционной программы, которую в прошлый раз, когда вы были на Белзане, я докладывал. Значит, на сегодняшний момент инвестиционная программа и стратегия развития группы компании «Белзан» утверждена Ростехом. Мы начали ее реализовывать. Значит, на сегодняшний год запланировано приобретение, контрактация оборудования где-то порядка 250 миллионов рублей, это 6 единиц. 3 единицы должны быть уже до конца года введены в эксплуатацию на предприятии. И оставшиеся 3 в первом полугодии 2022 года тоже должны быть ввести в эксплуатацию, потому что там оборудование сложное и срок изготовления там до года. Это если кратко мы говорим о выполнении поручений по инвестиционной программе. По кадрам с Минобразованием мы отрабатываем с Иблат Акиловичем, то есть там есть вот эти колледжи, есть дополнительные программы, поэтому здесь как бы... Айбулат Акилович, есть что-то реальное у вас видение, что делать с дефицитом квалифицированных кадров? Добрый день, Ради Фаритович. Да, с Белзаном мы уже... Сейчас, в Белебее сейчас тоже активно все идет. Там, считайте, 2 предприятия крупных будет еще дополнительно. Поэтому там на Белебее внимательно надо смотреть. Ради Фаритович, у нас 2 колледжа. Это колледж механизации и электрификации и гуманитарно-технический колледж, которые покрывают потребности предприятия «Белзан». Я вот кратко хотел бы тут на 2 моментах только остановиться. У нас разработаны были короткие программы, потому что в ходе совещания с коллегами из Белзана мне стало понятно, что есть короткие потребности, то есть сиюминутные потребности по кадрам. Это мы реализуем как раз через короткие образовательные программы, профессиональные образовательные программы. Есть потребности в долгосрочном, дефицит, особенно по автоматчикам холодно-высадочных автоматов, потребность ежегодно по 40 человек до 30 года включительно. Поэтому при распределении контрольных цифр приема уже на 22 и последующие года мы этот момент учли. Ребята у нас курсы по повышению квалификации проходят дополнительно, прошли по разработке управляющих программ для станков с числовым программным управлением. Здесь мы нашли республиканские и федеральные средства, обучили бесплатно как наших студентов, так и 8 наставников взяли из числа сотрудников предприятия Белзана. И сейчас, ребята, у нас электромонтеры проходят сейчас практику по обслуживанию электроустановок и так далее. Но вопрос какой, Ради Фаритович, сразу возникает от наших студентов. Ребята готовы пойти? Готовы, есть желание, и они с удовольствием практику проходят, за что вот отдельно хотел говорить Белзан. Сейчас вот студенты 3-го курса проходят практику по электрификации, электромонтеры по обслуживанию электроустановок. С ними заключили уже срочные трудовые договора с предоставлением заработной платы. Но вопрос у ребят один.
Низкая заработная плата, особенно вот жалуются нам ребята-электромонтеры и сварщики, 18 тысяч рублей. Но я надеюсь, с учетом того, что сейчас Роман Евгеньевич сказал, что увеличение идет средней заработной платы по предприятию, может быть, это подвигнет, конечно, наших детей. Ну и вторая проблема, конечно, 18 лет достигают при выпуске, и активно их, конечно, всех в армию забирают. Вот сейчас 18 человек выпустились, 12 человек сразу в армию забрали. Родину защищать тоже нужно, как же так? Хорошо, спасибо, Влад Николаевич, спасибо. Вообще вот, Андрей Геннадьевич и Александр Николаевич, ну вот я на ВКС дал такое поручение. Нам надо сесть и проанализировать вот ситуацию миграции, проанализировать ситуацию, вот за каким рублем они едут, понять, проанализировать ситуацию с нашими предприятиями. И помните, я говорил так, робко я об этом говорил, но вот сейчас уже вслух говорю, что нам бы посмотреть все-таки, мы предприятиям помогаем, так постоянно в режиме системной работы с ними находимся, но хотелось бы, чтобы предприятия тоже понимали, что мы ждем от них, вот, помимо того, что инвестиции там, и так далее, мы ждем от них зарплаты чуть побольше, потому что все это становится все более и более сложным. Это вот становится реально все более сложным. Потому что в ближайшем обозримом будущем мы уже столкнемся с дефицитом рабочих квалифицированных специальностей. Я готов прокомментировать и сказать, о каких мерах, что мы здесь предпринимаем на заводе. Давайте, Роман Евгеньевич. Ну, во-первых, мы прекрасно знаем, какие у нас специальности, где мы низкая заработная плата. Значит, мы точно повышали зарплату в первом полугодии, планируем в следующем полугодии точно повышать зарплату. Но самое главное, что мы зарплату должны зарабатывать. Поэтому мы очень большие надежды возлагаем на то участие в федеральной целевой программе по повышению производительности труда. И я считаю, что за счет внедрения вот этих мер, которые по повышению производительности, мы сможем повысить реальную заработную плату на предприятии. Мы готовы отдавать практически все, что мы заработаем, отдавать на людям. И вот то, что сейчас начали работать, 30% повышения производительности, ну, вполне реально для того, чтобы эти деньги... Они же в нашей программе, да? Сотый как раз предприятие было, которое... Здорово. Роман Евгеньевич, во-первых, спасибо, что поддержали нас. Нам же это тоже надо. У нас свои показатели по повышению производительности труда. Второе, ну, вы, наверное, читали, что мы за второй квартал 2021 года занимаем первое место в стране в рамках реализации этой программы. Так что неплохо идет, и она реально полезна. Она реально полезна, только это самому надо заниматься. Я со основоположником этой программы разговаривал как-то. Он говорит, вот сам руководитель, если занимается, то Кириенко эту программу придумал и внедрял. Хорошо. Вот по поводу, помните, вы говорили, у вас мечта там была войти в поставку на авиастроение. У вас как, какие-то... На авиастроение, значит, получили предложение от многих, но, к сожалению, не проходим мы немного по цене, потому что все-таки объемы у нас в партии там очень маленькие, и у меня затраты большие. Но мы все равно не оставляем эту надежду, поэтому сейчас вот снизим свои затраты, в том числе за счет федеральной программы. Какие-то инвестиции у нас, ну, не какие-то, инвестиционные программы у нас идут, и появится у нас возможность, в том числе, скажем так, снизить затраты на авиационный крепеж, и будем дальше предлагать. А вот у вас все-таки когда там, чтобы в график поставить, когда юбилей предприятия? Ну и 24 сентября, это День машиностроителя, то есть мы будем праздновать 50 лет завода, и, Раиль Фаридович, Андрей Геннадьевич, приглашаем вас для того, чтобы мы реально на деле показали наши достижения, в том числе по федеральной программе повышения производительности, и уже конкретно покажем, где какие у нас станки стоят. Но пока физически их не будет, но будем показывать, что уже сделали и куда мы идем. Договорились. Роман Евгеньевич, до встречи тогда. Мы приедем. До встречи, спасибо. Спасибо. Хорошо. Коллеги, тогда вот у меня вот, давайте так, вот мы сегодня, там часть вопросов потом устно доложите. Там еще раз говорю, что, ну, во-первых, промчас, там переходите в режим регулярной работы, да, ну, с учетом моего графика. Все-таки это давно не встречались, и большой перерыв был. Понятно, это объективно, но тем не менее, все-таки я предлагаю почаще встречаться.
один раз в 2 недели, это минимум должно быть, так? Есть. Но у нас есть готовность. У нас вот индекс-час у нас еженедельно должен быть. Индекс-час. Вот то, что касается заработной платы, иммиграционной, это все надо вместе посмотреть. И к этому вопросу первый подход, как говорится, надо делать. Есть поручение. Есть. Сентябрь месяц. Забелин, Руслан Хамедович, там все они. Да. Хорошо, коллеги, спасибо большое. Спасибо, всего доброго.